Вялікае поле, длина, гон які, пэўна гектараў сёння больше соткі дадзіце. Як получится. Як з надоямі ў раёне, якое месца? Ну, не хочется хвалиться. По сегодняшней сводце 28 литров на корову доим мы. 2 барана на 30 голов овец. Это мы там так пускаем. А Да. тут, А тут может, 2 барана на 120. Як 2 барана? Всього 2 барана, яны ўсё спраўляюцца? 10 самцов и 100 самок. Спраўляюцца. Ну да. Водзе жыццё, сябры сапраўдныя, овечак і ў кролік. Як, плацяць трохі хвінявічак? Платит. Можна рабіць? Можно. Что посеешь, то и пожнешь. Що гэтак? Добрай раніцы, добрый дзень, добрый вечар і добрай ночы. Я вітаю кожнага з вас. Перадача «Аграблогер» на ТВ. Сёння у Дзятаўскім раёне. Ксуб Хвінявічы. Так называецца гаспадарка, куды мы сёння прыехалі. Дарэчы, гаспадарка незвычайная. Тут ёсць тое, што ў другіх калхозах няма. Таму давайте са мной прашвырнёмся, я вам всё покажу, расскажу. Паперли? Пачынаем. Начинаем. Мертвый месяц еле освещает путь, и звезды давят нам на грудь, не продохнуть. И воздух ядовит, как ртуть, нельзя свернуть, нельзя шагнуть. Арыгінальнае пакінем самы смак, а адразу мы прыехалі на поле. Бачу, вунь ходзіць трактор з сеялкай, пасяўная ж, о, самы разгар. Добрый дзень! Добрый день. Як вас завуць? Александр, Кі працуеце? головным агрономом. Раскажыце, што сеем? Овес. А ну-ка на профпрыгоднасць праверка. Калі сеецца авёс? Есть ли азімы авёс? Нема. Ось, що. Прайшоў. Вясна ў гэтым годзе і зіма. Мне здаецца, такой давно не было. Вось благоприятной. Так? Было шмат снега. Хватило влаги, но она быстро уходит. Поэтому теперь самое лепшее посеять овес. Вось і дождик сёння быў. Вось трохі пылела, дрождик покрапаў, ужо лягчэй, так? Уже легче. Почавая 2026, Беларусь, і мы ўжо ўсе пачалі. Запахла сяўбой, идем у поле в бой. Пришла рано весна, зрання да цямна. Запахла сяўбой, хай глухне стомы вой. Грузить семяна, зрання да цямна. Што пачалося з рання да цямна? Да, Готовы? конечно. Як завуць? Алексей Алексей, отчество? Владимирович. Алексей Владимирович. Расскажите людям, а то многие глядачи думают, что это раз-два, что-то на тракторе сел и посеял. Ну, с подготовки начинаем. Все надо сразу обслужить еще, проверить, промазать. Трактор обслужить, почистить фильтра, проверить масла. Ну и начинаем. Одна сеялка в классе? Нет, 3. 3, да? И 3 теперь где-то сеять, или только вы почали? Не, я начинаю только первый. Видно одразу, что свойскому человеку доручили пачатак сева. Ён уже... Нават у голосе нема ніякіх сумненняў, што ён зробіць, що як трэба, і вырасце сколько? 100 центнеров? Но 100, я думаю, может не вырастет. Давайте. Ну, может центнеров под 60 должно вырасти на нашей земле. У нас слабоватая почва. Мечтать никто нас не запрещает. Границы только у нас в голове. Так что давайте будем думать на 100. Ну, на 100 так на 100. А потом вам жать и не? Ну, конечно. О, бачите, человек ищет и потом сам убирает. У нас только так. Что посеешь, то и пожнешь. Чего гэтак? На гэтым поле кіпіць работа. І культиватор, его лейка удобрення ўносіць, каменне собирают, сеялка ідзе. І як лозунг у тракториста на тракторы, глаза боятся, а МТЗ едзе. Добрый день. Добрый день. Як вас зовут? Юрий. Юрий, працуєте з культиватором? Да. Один на весь колхоз? Да. Успеваете усім? Давай. Точно? Да. До скольки сёння будете робити? Знаем мы до 7. Сёння до 7. Да. Тут пасяўная, трэба ў срокі ўсё успеть посеять. Не успеешь, не ўзыдзе. Да. Не ўзыдзе, не уберешь. Конечно. Не уберешь, не накормишь. Конечно. Все взаимосвязано, разумееце, і калі вось гэта ўсё не зрабіць у срокі, нічого не будзе. Але ў Хвінявічах гэта зробяць.
Ваше удобрение на месте. Добрый день, как вас зовут? Здравствуйте, Анатолий Анатолий, ваше отчество? Михайлович. Анатолий Михайлович. Михайлович, великое поле, длина, пгон які, певно гектаров сегодня больше сотки дадите. Як получится? Ну, на лечці можно давать, что тут говорить. Пошел и хай сыпля, да? Не, Что-нибудь про ценников села. Вот как вы, опытный человек, что-нибудь, что главное для работников сельского хозяйства? что, здоровье? Еще? Да. Бой здоровья? И главное, как зарплата была. О, видите, вот человек понимает. Я там помогал молодому, и он еще не разумеет. А это все. Главное, как было здоровье и была получка. Как относились файно, да? И будем працевать. Да. Знаете, что подумал? Зауважили, что, не знаю, как будто все вернулось на круги своя в этом году. Сапраўдная зима, сапраўдная весна. Тут вот соненько, подморозить тяня, ніякої грозюки, нічого такого. Зима сапраўдная, може і лето буде такое, може і осінь, може і життя, і люди, і мир знову будуть такими, як раніше. Як ви лічите, а? Мені ось таке, не знаю, чування внутрі є. Ну ось ізюмінка, про яку я говорив. З лівого боку від мене барани овечки, з правого что? Кролики. Кролики – это то, про что мне обов'язково треба поговорить. Ось меня уже девчата сустракают. Давайте пойдем познакомимся. Добрый день. Эх, а расскажите, куда мы приехали? А это у нас ферма Рудояворская. Здесь овцы у нас и кролики. Кем вы працуете? Я працую бригадиром растениеводства. А вы? А я заведующий фермой. Ага, значит вы тут керуете. Да. А ну-ка расскажите, як у нас тут с кроликами, з овечками, все в порядку? Парадку, конечно, у нас парадку. Хочется поглядеть, а тримається чи ні? Ну, не знаю, у нас якраз ідуть окоти самые. А коти это что, значит? Котяться овечки. А Ягнят малых. А як будуть кролики? Кроляться. Кроляться, ось, я ще думав, що як это. Михайловна, гляньте, оглядаются на меня некие. Одни с черной мызой, другие с белой мызой. Что за порода такая? С белой мырзой это тексель чистый. А с черной? А с черной это с суфолкой. Суфолкой. Помесь. Какие мясные? Тексели. Текселі мясные. Да. А куди їх пускають, ось скажіть, овечек? На що вони йдуть? На мясо. Що вони тепер ядуть это? Сена ж ядуть. Сена, И сено. А що люблять більше всього? Все. А на прогулку ходять? Летом ходите в поле. А На пашу. зимой- А зимой ну, на улицу чуть открываем двери, чтобы воздух ходил свежий им. Ну, такі вони ладненькі. Не вращаться. О, правильно, да. Головне, я Не вращайся. пальці скрестив. Все нормально, все нормально. Поглядели на тексель, теперь глядим на преказ. У меня такое питання. Скажите, коли ось котяться овечки, у любой период года, чи только теперь? Ну, тексели у нас по весне, теперь еде у их окот. А эти они круглогодично. Можна даже не пускать у поле, просто хай А котиться яны кожного. в поле и ходят все время. А ось цікаво, скільки треба баранов, каб окатить вот столько овечек? Покрыть. Покрыть, ну да. 2 барана на 30 голов овец. Это мы там так пускаем. А Да. тут, А тут может, 2 барана на 120. Як 2 барана? Всього 2 барана, і вони все справляються? Ну, конечно, они ж не усі зараз Сябри, хочуть. ось, як каже, от мені редактор за спиною, у нас справжні працівники села. 2 на 200 штук. І скільки дають вони потомство якое? Ну, по одному, по 2. Да. А буває таке, як 3, хоп, і 3. Есть, бывает. Ну, редко. Як 3, ви за стол сразу, не? Обязательно. Ну, як же ж, ну 3 не родилось, считайте, премія прийшла, да? Да. Ось. Ой, девчата, наслухався я, и знаете, что вам скажу? Бедный Леонидович, мне захотелось взять овечек еще нам. У нас есть свинья, мне хочется еще овечек. Что скажете? Коли ласка. Можно брать? Ну, конечно. Леонид, 3 дають. 2 барана усього потребне, будемо годовать, шкура, мясо, все на свете буде. Берем овечек. Напишите, кто там разводит овечек, мы подскочим. Подскочим? Подскочим. Подскочим. А ты раз чисто про овечек заикнулся. Я уже поглядел почем. Овечек. Овечек. Сяди на поле, не дури ты голову. Може, яка з лесу дичина виляже. Но мне не звони, не пиши ничего. Разберешь сам. Як он не уже, блядь, з тими овечечками. Одним воком пустили глянуть на гэтых ось наших героев, сапраўдных героев. Гляньте, вон они стоять. Это тыя, что могут несколько раз на день. Вот ты можешь несколько раз на день, а? А о яны 200 штук
это для них не предел. Могут и 300, я думаю. Правда? Это и молчать, куда им говорить, они уже не могут. Еще и соки из них достали. Ты его не гомонить. Хватит, ну, пожалейте людей, вот стоять, ни слова сказать не могут. А. Бараны справятся, овечки окотятся, еще пойдут в охоту, скоро пройдет весна, почавную закончим и поедем барана жарить. И Да. на шашлык поедем. Поедем? Конечно. Все, договорились. Ну, а теперь крольчатину треба глянуть. Хорошо. Мама-блогер, день первый. Добрый день. Дорогие подписчики, ответьте мне, пожалуйста, на такой вопрос. Может, кто-нибудь из вас занимается разводом кроликов? Вот хотим мы развести. Да, мама хочет приобрести, у нас были кролики, теперь его снимаю, снова хочется, потому что что, смачно? Очень вкусное мясо, диетическое, очень вкусное. Кролики – это то, что надто хотела моя мать. И вот буквально на днях рассказывала, ой, як бы знову завести кроликов. А расскажите, кай ласка, кролики, они ж такі, як сказать, щепетильные до всяких таких проблем и захворювань, так? Ну да. Мы их отнимаем, вакцинируем сразу и пропаиваем антибиотиками. Расскажите, что за кролики у вас, каких породов вот есть у колхасе? Бельгийский фландр, белый великан и калифорнийцы. Вот, С пожалуйста. чем они отрозниваются? Ну, калифорнийцы, они быстрее растут, но только поменьше. А эти, не знаю. А щадятины, ось бачу, три щадяті, три різні. Один рижий, другий білий, другий Ну, чорний. потому что они самки отдельно, самцы отдельно. Ага. А хорошо, раз у нас пошла речь про скрещивание, про эти вообще расчелы, очелы, расскажите, что у нас с кроликами, как дела обстоят? Тихо, хапая одного самца на 200 крольчатин, на 200 этих, ну, самок Нет, у нас 10 самцов и 100 самок. справляются. Ну да. Эх, молодцы, о, значит, что воде же теща сапраўдная, овечек и у кроликов. И вот комбикорм открывают, поилка, вода стоит, еще Сено. и размножайся. Да, Вот та жизнь. да. Вот я понимаю, нам бы так жить. Давно мечтал про помощника оператора якого. О, глядите, сапраўдныя наши жанчыны помогают ось мне и микрофон потримать, а я ось такого кролика. Назовем его, давайте, у нас як порося моё, Гришка. Пойдя? Гришка другі. Мгм. Отлично. Мир непрост, совсем непрост. Нельзя в нем скрыться от бури и от гроз. Нельзя в нем скрыться от зимних вьюг и от разлук. Вось у мяне ў дзяцінстве таксама былі кролики. Я што помню з гэтага, это тое, што я заўсёды хадзіў з такім кошыкам, сабіраў канюшыну, атаўку гэтую зялёненькую ім прыносіў. І тое, што гэта было просто неверагоднае смачнае мяса. У вас ёсць дома кролики? Есть кролики у меня дома, я тоже тримаю. И знаете, что очень вкусное мясо, нравится. Мои дети любят и картошечку тушеную с мясом, и просто, и даже и шашлыки делала с кролика. Смачнее ўсяго кроль, мне здаецца, у печы. Да, Да? точно. Ой, ну, свой чалавек, да. Мне маці таксама токі ў печы, і там просто вот цымус. Растушится так, да. В газу так не такий Да. смак. Таму, у кого есть печ, обовязково покупляйте кроликов, разводьте, и будзе вам... Покупайте, да. Дети будут в восторге. Молодые, взрослые и все на свете. Що, про що спитав, а головне не попитав. Скільки коштує, чи можна приїхати до вас купити? 1-3 суббота месяца. С 9 до 11 можете приезжать. Ага. 9-13 за килограмм живого веса. 9 за килю. А сколько примерно кролик буде весить? Ну, як кто пожелає. И 5 килограмм, 4,5, там 3. Кто сколько хочешь. Тобто, каля 40 рублей буде кролик. Да. Ой, добре, дівчата, всього самого найлепшого. Тримайтеся, почавная там іде, а ви тут змагайтеся з королями і з овечками. Убачимося, до побачення. До побачення. Бачимося. Вось, сябры. Так прошло наше подорожжа по вось гэтым крольчатам, по гэтым овечкам. Что я тут подумал? Знаете что? Если я возьму, приеду в субботу, третью, першую парочку себе, праз месяц яна мне обрасит 12 штук. 12 гэта будзе. Праз 5 месяцаў гэтыя 12 вырастуць і будуць по 4-5 киль. Ага. По 4-5 киль, это кожный, это даже если 10 штук, это уже почти 50 килограмм живого мяса. Это я могу, ну, на детей, внуков, братов хватить там 10 вечером посидеть, а все остальное продам. Хороший бизнес, як вы лічите? Леонидович, ты это певно бачиш. Задумайся, я уже задумался. Овечек берем, кроликов берем, поросята растуть. Заживем.
Після кроликаў заскочили на мастерские. Правда, тут спокойно, ни души, певно, все у поле. Сустракае нас головний інженер Іосифович, добрый день. Здравствуйте. А расскажите, бачим, что никого нема, певно, всю технику подготовили, працує у поле. Да, наша техника все в поле. Вот это стоят линейки готовности. Вот эта техника у нас все. В мастерской у нас сегодня только 3 единички стоят. Ну, там мелкий ремонт. Вчера сделали мата последнее. Все. А так все работает. А сейчас моментами кормозаготовка будет, что с комбайнами, что за это? У нас на сегодняшний день один в ремонте у уроженца. И один готовый здесь, и один новый, который мы еще не использовали. Получили новый КВК. Короче, заражены. Да. На УЩ 100. Да. По зерноуборке у нас 5 комбайнов. Из них одному 3 года, второму 2, а третий один сезон только был. Поэтому новый комбайн тоже. Як інженерна служба? Укомплектована? Є молоді, може, які спеціалісти? Молодые кадры есть. Есть? Да. И як скажете про их что? Нормально. Можно учить? Можно. Ну, скоро подойдет сюда, хороший хлопец. Хороший, да. Пройдем у мастерскую? Пойдемте. Пойдемте. Хто крутить, той має. Ну что, еще больше-меньше? Куда я уже внимание? Что стер? Стер, зубами сгрыз. Удушиться ли цеблини подрушивается? Да. Сябры, прошлися мы мастерской, никого не знайшли. Ще у полі. Молодий спеціаліст обіднього повторого, где-то поїхав перекусить. Треба, молодий організм, треба, каб був наєти, да. Глядите, за нами К-700, у нас точно такий же был. Точно такие же у хозяйства. Мы нашли механизатора. Ди Каприо с Голливуда. Все, Леонидович, еще 2-3 дня и открываем усадьбу. Пускай. Эй, Лео! Посевная на ночи. Хочем устроить себе вон этого звера. Як на это смотришь? Вам это не под силу. Это невозможно. Усё это возможно. Проходишь комиссию, там, терапевта, врача, гинеколога и приходишь на это звярылу. Насколько сложная идея? Насколько, смотря, тебе комиссию водительскую подпишут? На сколько годов там? Коп, лучше в это не влезать. Подожди. Суфлер, не будуй мне человека. Уже почти устроился. Если я возьмусь за это, если смогу это сделать, мне нужны гарантии. Какие гарантии? Датчиков баку нема. Что тебе еще треба? Ну все, механизатор есть. Вот с культиватором пойдя у поля. Да вам, может, треба тулька? Не надо, не Не надо таких? Не. Я на медкомиссию пройду. Не надо? Своих белорусов хватает. Ну, не хватает, но справимся. Справимся, да? Посевная пройдя, я думаю, все впрок успеем, начнем кормозаготовку, уборочную. Конечно. И совсем справимся. Да. Поглядите, что на улице. Уще готовы до сезона. Какая погода стоит? Сидите в этих гаражах. Поле уже пора. Леонидович, травка уже зеленее. Кормозаготовка скоро наносит. Якая кормозаготовка? Треба сразу траву подкормить. Трава у його зеленее, в очах хіба? Чи во сне? Я ж молодый, я думаю, все наперед, на перспективу. Силоси нас у нас есть, хочем, можем продавать даже. Хватит коров прокормить, что на свете. А лишь кормозаготовка, ямы треба. Треба думать сразу все. Кролики кроликами, овечки овечками, земля землей, але без коров, без жывёлагадоўлі наша программа не обходится точно. Тут гроши, тут молоко. Это что значит? Это новые покупки для кого? Для новой техники, для новых семян, для новых кроликов. Тому приехали мы на ферму. Гляньте, 3 семерки. Это моя любимая лишба, это семерка. Сподіваюся, что у заведующей так само, чем это ее любимая лишба. Давайте сустрэнемся, познакомимся и спросим, сколько почем у их тут, сколько доять. По привычке думаю, что сустрэне мне заведующая на ферме жанчына, а листусь сустракая статный мужчина. Добрый день, як вас зовут? Добрый день, Николай Геннадьевич Слушко. Геннадьевич, вы тут заведующий? Да, заведующим я. Сначала, когда запустили комплекс, в 2014 году, с этого момента я этим производством командую. А як давно вообще працуєте у сельскохозяйстве? В сельскохозяйстве я працую уже 45 год. В 85 году я закончил Гродненский сельскохозяйственный институт. И по сегодняшний день и у этой господарства именно только все время работаю. І працюєте, да. Що ви, певно, вже все бачили. І лепшие надої, і все на світі, і по 3 рази, чи вже по 4 навіть тялень було. Розкажіть ось, як настрой, як коруки, як перезимували, морози які були, везде знімали, там у нас то теляти мерзли, то все такое. Як у вас прошло? Прошло нормально. Мы к этому подготовились уже заранее, знали, что морозы будут, подготовились. Тем более, лет 10 назад у нас такой случай был. То к этому, думаю, подготовились нормально, и зимовка прошла нормально.
И с падежом у нас Все хорошо. все хорошо. Ну, Да, я понял. относительно все нормально. Як з надоями у районі? Яке місце? Ну, не хочется хвалиться. По сегодняшней сводце 28 литров на корову доим мы, плюс 2,5 литров на корову. Вот еще нашу сводку поглядевши, мы доим 28 литров плюс 2 килограмма на корову доим. По году надоили мы по комплексу 9,236. И на сегодня 28 литров молока на корову в среднем доим. О, це отличний результат. А ось таких комплексів скільки в Колгасі? У нас один только комплекс. Это вот и плохо, что у нас комплекс один, хотя у нас вот там будет строиться, реконструироваться другой комплекс. Это плохо, что только один комплекс. Мы из-за этого этот комплекс вытягиваем все молоко в хозяйстве и в среднем сдаем 21-22 тонны в день. Ну, ось разговорили мы крыху про, ну, як ви кажете, про плохое. Что бы хотелось на этот комплекс? Может, самоходная кормораздатчика, может, не знаю, карусель, этот. Но у нас, в принципе, что нас устраивает, что устраивало. Ну, конечно, лучше бы хотелось бы. У нас с первого дня кормораздатчик хозяин. У нас погрузчик, правильно, только Амкадор. Хотя на некоторых хозяйствах уже имеются мобильные погрузчики. Но в основном народ у нас хороший. Працует нормально. И я думаю, что... Уже отдаились, а певно уже... Да, уже закончили. Мы в 6 часов утра начинаем. И где-то пол-первого дня заканчиваем. Поехали домой, и потом приезжаем опять на 5:30, в 6 начинается дойка, до 11:30. И так, смена через смену. Ось, сябры, ось такие люди працуют 45 годов у живёлагадоўлі на ферме. Давайте с вами познакомимся. Инна Числавовна. Кем працуете? Зоотехник-селекционер. О, селекционер. У меня есть питание. У нас сегодня такий выпуск отрымлівається. Расскажите, ось для овечек треба 2 барана, каб їх, так сказать, покрыть. Для кроликов треба тоже там штук 5 гэтых кролей, я так разумею. Сколько треба асеминаторов, каб справиться вот с этим стадом, чтобы покрыть у всех? Ну, у нас 2 работает. Справляетесь? Конечно. Як растёлы? Хорошо. Сколько штук? Выход телят 92. 92 на 100 коров, да? О, отлично. А вот я попытал и тут тебе... По семеркам больше, По семеркам? а по хозяйству 92. Чи може тройня родиться? Ну, не было при мне все. Не было, да? Нет. Ну, хотите? Конечно. Давайте пожелаем. Чтоб тройня родилась. Да, сябры, жадаем, каб на Субхвинявичи 3 сямерки комплексе была в этом году тройня, хотя под одной коровой, да? Конечно. Все, ждем. А сейчас все то же самое под музыку. Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну, а если хочешь петь, то пой со мной. Моя цель к лицу, кайфуй, кайфуй. Все получится, поверь, само собой. Ну і напрыканцы нашай праграмы мы прыехалі вось сюды ў сталовую. Гэта тоже адных з самых такіх асаблівых мест, таму што пачалася пасяўная кампанія. І абеды хлопцам, каб яны там на абед не ездзілі, ўсё цяпер возяць на поле. Давайте сходзім, папытаем, што ў нас сёння на абед, што плануюць рабіць, ну і чым кормяць. Прыятненько, уютненько, выглядае прыемна, пахне прыемна. Вот гляньте, Пасха скоро, Вялікдзень, яечки як будто стаять. Где это наша заведующая делаще? А вот. О, заведующая. Куда утекаете? Ничего страшного, можно и не заведующую. Подходите. Добрый день. Здрасте. Як у вас тут спокойно сегодня? Да, все нормально. Сколько обедов в поле? 20. 20 человек у поля сегодня працуют, да? Что было? И что готовали? Рассольник, плов, чай. Эх, справляетесь? Сколько у вас тут працує? 2. 2. Справляетесь на весь Да. колхоз, да? Вот у 4 руки. Да. Молодцы. А вы все время так короткосрочно отвечаете? Нет. Хлопцы! Что? Привез пиццу вам, як и обещал. Молодец, Павлик, слово держишь. Проснись и пой, попробуй в жизни хоть раз. Будь здоров, Павлик. Что, смачно было? О! Ой, сябры, смачно поел, набрался сил и готовы ехать далей.
у наступную гаспадарку. Куды? Пишите, район, гаспадарка, любое поле, любой выгул, куды хочешь, мы везде доедем. Пишите в комментариях, пишите у поведомлениях на ТРК Беларусь 4 Гродно, пишите в Аграблог. Мы все прочитаем и усюды приедем. Аграблог, життя, як оно есть. Аграблогер на ТВ. Попала на ваш канал, так смотрела, засмотрелась, нароготалась. Слышу, что-то дымит. Картошку спалила, так вас слушала, так смеялась. Спасибо, молодцы, продолжайте в том же духе. Если человек не может оторваться от экрана, значит, вы делаете то, что надо, полезное дело. Получила массу удовольствия, такая счастливая. Спасибо, что деревню продвигаете, молодцы.